Популяризатор восточных единоборств и судья международной категории экстра-класса, страстный коллекционер, краевед и патриот своей республики и страны, надежный товарищ и заботливый семьянин – все это грани одного человека – Александра Куприянова из города Покровска Хангаласского улуса. С недавних пор к его многочисленным регалиям прибавился еще один статус – участник специальной военной операции. Это село, где я родился. У него две названия. Село Кердем и Наслек Тарожимко. Это исторические названия такие. Если быть точнее, наш герой родился в 55 километрах от села на таежном участке Ночиха. Он был первенцем у Амоса и Клары Куприяновых. Мальчику не терпелось появиться на свет, и он родился раньше положенного срока, в 7 месяцев, и был совсем крошечным. Роды принимали сами, без участия врачей и фельдшеров. Я помню, такой крохотный, маленький, и все... Вены там, прожилка, видно. Сразу видно было, он слава ребенок. И с пороком сердца даже. Окрепнуть мальчику помогло беличье мясо, которое добывал на санях его дед Егор Куприянов. Маленького Сашу также активно кормили сахатиной и медвежатиной, да и в целом свежий деревенский воздух благотворно повлиял на растущий организм. Так как деревенские дети практически не такими были идеально здоровыми, но витаминов не хватало. Мы в основном все летнее время находились на летней сенокосе, в тайге, на островах. Поэтому я уже уверен, что природа сама нас лечила. Вслед за Александром в семье появились еще 2 сестры и 2 брата – Мария, Максим, Дарья и Андрей. Большая семья Куприяновых отличалась трудолюбием. Детей с ранних лет приучали к сенокосу, охоте, сбору ягод. Они помогали доставлять продукты сенокосчикам по тайге, минуя снующих рядом медведей. За дисциплину и планирование отвечал отец семейства, у каждого были свои обязанности. У нас отец был очень требовательный, поэтому он ежедневно писал планы, кто что должен делать. И хозяйство у нас было, коровы держали. Поэтому кто-то должен сено готовить, кто-то дрова, кто-то лед должен, кто-то снег, кто-то сено должен косить. В каком виде эти планы составляются? Письменно вам? Да, письменно. У отца был очень хороший почерк, и поэтому достаточно четко можно было прочитать. И каждый старался выполнять свои функции, свои задачи. И вечером он после работы приходил, он и работал плотником, и на пилораме работал. Поэтому вечером, перед ужином мы уже сидим, ужинаем и отчитываемся, кто что сделал. В то время в селе Кердем царил культ активного образа жизни. Это был не только упорный труд, но и различные подвижные игры на свежем воздухе. Вся активная жизнь сельчан, как правило, была сосредоточена внутри и возле Качекатской церкви XIX века. К тому же семья Куприяновых жила поблизости. Был дом церковных работников. Вот здесь дом церковных работников. Мы здесь жили с родственниками. Дядей, семья Лебедевых. А по вечерам все деревенские парни, девчонки, старше нас, играли в волейбол. Вот где стоит дом, амбар Манчары стоит, вот здесь играли в волейбол. Волейбол играли. А в церкви у нас в одно время была библиотека, клуб, кинотеатр. Еще проводили различные совещания. То есть для нас это очень духовно ценный, для нашего жителя, очень духовный центр. И в этом Жумконском церкви я очень часто, все мы дети, все деревенские дети мы в этом церкви любили лазить, поднимались наверху, на крыши. И она, наверное, все равно нас тоже оберегала, жителей. И нам это очень, сейчас мы ее реставрировали.
Еще она простоит, еще сотни лет она простоит. Тем временем Александр начал свои первые шаги в спорте. Из-за преждевременного рождения его физические данные были не столь развиты, и он решил самоукрепить себя. Начал с лыж, пулевой стрельбы, а затем перешел к боксу. А так он шустрый был, очень шустрый и, главное, упертый был. И стимул как вроде он слабый, поэтому он начал заниматься. Он где-то 12 лет, наверное, да? Начал боксом заниматься. Здесь был учитель, хороший боксер Рафаилов Николай Семенович. Он хорошо боксировал, он республика призером был даже. У него тренировался. Первый мэр города Покровска. Первый мэр города Покровска. После окончания школы в 1978 году Александр вступает в ряды вооруженных сил Советской армии в разведывательный батальон. По окончании службы он поступает в Омский государственный институт физической культуры и спорта, чтобы отучиться на тренера. И армия, и выбор вуза были продиктованы одной главной целью – стремлением стать настоящим мужчиной. В нашей деревне принято, например, слушать мнение ветеранов. Для нас ведь, деды наши, ветераны Великой Отечественной войны. У меня отец в северо-корейской компании служил. Для них большую роль играет быть мужчиной. А в те времена, как в юном возрасте, надо к этому готовиться, все готовились к армии. Это был очень большой почет. Поэтому спорт для нас был одним из... Спорт и летние сезоны работы для нас был как бы одним из важных, а для них это был как бы способ обучения нас трудным жизням. И отсюда и поехала. И здесь тогда тренера не было. Вот я со своим одноклассником, Петр Исаков, одноклассником, мы тренировали своих как братьев, ребят, и тренера не хватало, и у меня желание появилось поехать отучиться на тренера. Судя по фотографиям студенческих и армейских лет, именно в этот период Александр Куприянов начинает увлекаться восточными единоборствами, в частности карате. В те времена этот вид спорта был под запретом в Советском Союзе, и им занимались подпольно. После окончания вуза герой передачи возвращается в родной Покровск и устраивается тренером по боксу. Запрет на карате сохранялся, и Александр пытался его обойти. Он обратился в районный комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, в отделение внутренних дел и местную администрацию и добился разрешения на открытие секции по единоборствам для населения. Однако разрешение было выдано с условием – он должен был стать командиром ОКОТ. ОКОТ – это оперативно-комсомольский отряд дружинников. Она находилась в райкоме комсомолов. Тогда первым секретарем у нас был Павлов Александр Кириллович, это генеральный директор фирмы «Керге», Попова Алла Афанасьевна. Значит, я к ним вышел с предложением, чтобы пропагандировать восточное единоборство. Тогда была запретная статья УК РСФСР 219 пункт 2 о запрете до 3 лет могли посадить. И благодаря ВТРК ВЛКСМ мы создали ОКОТ. Туда входили сотрудники РОВД, ДНД, поселка Покровска, работник РК ВЛКСМ, ОКОТ. И мне дали разрешение, официальный документ о том, что я могу тренировать единоборством, да, официально можно тренировать. Вот оттуда у нас все это началось. Было очень много различных поручений, устанавливали порядок в дискотеках, клубах, на улице дежурили.
Те дни для Александра были крайне насыщенными, так как желающих заниматься единоборствами было очень много. Как раз в то время наблюдался бум боевиков с участием Брюса Ли, Джеки Чана, Чака Норриса, Жан-Клода Ван Дамма. Единоборства интересовали представителей всех возрастов и полов, и детей, и подростков, и мужчин, и женщин. Членство в АКОТ было престижным, а если удавалось продемонстрировать свои навыки, например, обезвредить хулигана, выполнив какой-либо прием в прыжке или в полете, молва об этом сразу разносилась по Покровску. В начале 90-х началось становление кикбоксинга в Якутии. И в развитии этого вида спорта немалую роль сыграл герой передачи. Он собирал всю имеющуюся информацию об этом виде боевого искусства, ездил на соревнования, сотрудничал с различными федерациями и постепенно воспитывал своих первых чемпионов. В 1991 году Александр Куприянов организовал в Покровске первый республиканский турнир по кикбоксингу. Тот турнир хорошо помнит Иван Васильев. В те годы он работал в милиции и в свободное от службы время на общественных началах тренировал по боксу молодежь своего родного села Актемцы. С подачи Александра Куприянова он также начал обучать своих ребят кикбоксингу и привез их на первый турнир. И тогда сколько человек приехали? Откуда? Да, тут с Якутска ребята приехали. Ну, у нас с Покровска там, и потом еще других районов. Например, Намские были, кажется, или не были. примерно сколько человек было? Ну, примерно 100 человек было. Участников. Ага. И все школьники? Нет, там уже взрослые были. Студенты. Студенты это, ЯГУ. И вот наши ребята. Герой передачи также организовал первый в республике турнир по карате. Именно там он познакомился со своим первым чемпионом Петром Иннокентьевым, уроженцем Нюрбинского улуса. Их знакомство состоялось благодаря общему знакомому Андросу Илистянову, одному из лучших бойцов якутского ОМОНа. В 1990 году Петр переехал в Покровск специально для тренировок у Куприянова, несмотря на то, что никого там не знал. Вот спортивный Дюсюша, спортивная школа была, это где работал Амосович, да? И напротив, на двухэтажке, была комната у Андроса Илистянова. И да, я там уже поселился, у меня стол был, кровать, телевизор маленький. И 10 метров вот спортивный, спортзал. И вы приехали и сразу начали обучаться кикбоксингу? Да, кикбоксингу. Утром тренировались мы с 9 до 11 и с 5 вечером до 7 часов. Каждый день? Каждый день, ага. Двухразовая тренировка. В январе 1991 года Петр Иннокентьев в составе сборной Якутии вылетел в город Свердловск на первый чемпионат РСФСР по кикбоксингу и триумфально занял первое место в своем весе, а также удостоился номинации «Самый техничный кикбоксер». Примечательно, что все это произошло в день его рождения. Он очень одаренный молодой человек. У него как бы и рослый, и худощавый, руки, ноги длинные, он здорово подходит вот, к кикбоксингу. Он еще раньше занимался боксом, Нюрбинскую школу бокса, это известная школа, проходил школу. И он же стал первым чемпионом России. Это и в истории он первый. Он еще не только первый чемпион России, он стал лучшим спортсменом этого чемпионата. Потом еще второй чемпионат. Это легенда, самый-самый-самый первый человек, который в взрослом кикбоксинге добился в нашей стране результатов. Другим значимым подопечным Александра Куприянова стал покровчанин Иван Марков. Александр Куприянов тренировал Ивана с самого детства, начав с бокса, а затем переведя его в кикбоксинг. В 1989 году мы ездили смотреть чемпионат мира по боксу. И там показали показательные выступления по кикбоксингу. И Александр Амосович, он как все время в передовых рядах сказал, давайте будем заниматься. Потихонечку я занимался боксом, и потихонечку начали заниматься кикбоксингом.
В 1991 году в городе Подольске состоялось первое первенство СССР среди юниоров по кикбоксингу, где якутские юноши победили и заняли призовые места. Среди них Иван Марков. Это послужило толчком к открытию в Покровске первого отделения кикбоксинга на базе ДЮСШ под эгидой Министерства образования Якутской СССР. Еще тогда по линии Министерства просвещения не было, просто было разрешение. Тогда был директором, очень мудрый такой директор, Дмитриев, Аркадий Дмитриев, директором у нас работал. И он поддержал, понимая, что очень много результатов мы можем показать по этому виду спорта. И вот первое отделение по кикбоксингу по линии Министерства просвещения в Советском Союзе мы открыли в Покровске. В числе выдающихся воспитанников школы Куприянова также и Николай Иванов. Он, как и Петр Иннокентьев, входил в состав сборной республики на первом чемпионате РСФСР по кикбоксингу. Помимо этого, Николай профессионально занимался тайским боксом, карате, вольной борьбой и борьбой хапсагай. Меня привлекло, да, его порядочность. То есть не пил, да, например. В то время многие тренера и могли немножко же выпивать, да, а он этим вообще не увлекался, да. Вовремя как бы режим соблюдали, да, он мне график соревнований, график тренировочного процесса, да, делал. И я чисто поэтому жил. Сейчас она называется «Дневник спортсмена». Дневник спортсмена. Я окончил Омский институт физкультуры со своими коллегами. Это известный Михаил Гуляев, Аркадий Прокопьев. И вот это планировано, нас там учили. Мы в спорте, вот втроем учились, в жизни очень много добились. И то, что вот я ребятам, своим воспитанникам, тренерам пытаюсь объяснить, что планирование, дневник спортсмена, она должна быть обязательной. Без этого никак не развивается. Надо устранить свои ошибки, надо стремиться к чему-то. Там, подготовительные, контрольные соревнования, основные соревнования, главные соревнования, с гонкой веса, планирование там. И это все надо контролировать. Даже сегодня, занимая высокие посты, Николай Иванов по важным вопросам обращается к своему наставнику Александру Куприянову и советуется с ним, что говорит о крепкой связи и авторитете тренера. Более того, сейчас он его сменил на посту исполнительного директора Российского союза боевых искусств в Якутии. Так как он мой тренер, да, я даже по каким-то моментам, да, всегда я звонил ему. И он мне рекомендовал, какие-то рекомендации давал, да, и советы давал тоже, да. Поэтому мы по жизни всегда вместе. Всего воспитанники школы Куприянова 47 раз становились чемпионами и призерами первенств РСФСР, СССР, России и СНГ по кикбоксингу. На их счету более 20 наград, завоеванных на чемпионатах Азии, Европы и мира. Александр Куприянов подготовил 6 мастеров спорта международного класса и 14 мастеров спорта. Более 50 выпускников школы служили в элитных подразделениях ВДВ, ГРУ, морской пехоте, пограничных войсках, спецназе, разведке, ОМОНе, СОБРе, МЧС и других силовых структурах. Сложно перечислить, сколько соревнований он судил. При этом Александр Куприянов был универсальным судьей. Его квалификация охватывала бокс, карате и кикбоксинг. Я обслуживал около 25 чемпионатов первенств СССР, СНГ, РСФСР, России. Я был лучшим судьей второго чемпионата Советского Союза и первого чемпионата России по молодежи. Ну, тогда меня приметили, что я судья универсальный. Там кикбоксинг разделяли на 5 различных видов спорта. Я по всем разделам судил достаточно грамотно. И когда выезжали в составе сборной команды страны за рубежом, всегда меня брали в состав. И в чемпионатах мира, я в 4 чемпионатах мира был лучшей судьей. В чемпионатах мира это, Дания, Англия, Канада и Кипр, остров Корфу. Где остров Корфу мне не удалось, просто мне было приятно встретиться. Принцесса Арабских Эмиратов, она вручила как лучшему судье очень ценный подарок.
Но от судейства я ушел, потому что в 2007 году. В 2007 году. Ну, после судейства я проводил многократно международные всероссийские семинары проводил международные фестивали, проводил. Мне надо было как-то своим опытом поделиться. Человек не должен все один, все сам, все добиться. И поэтому не хватало специалистов. И я перешел потихонечку на научную и методическую работу, а потом на директорскую работу перешел. В 2013 году по инициативе героя передачи в Покровске распахнула двери республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Хотой». Здесь школьников обучают таким видам боевых искусств, как тэквондо, дзюдо, самбо, ушу, кикбоксинг, джиу-джитсу и кураж. Одним из тренеров школы является монгол Гансух Шагдар. Он переехал в Якутию более 10 лет назад, и Александр Куприянов практически сразу же привлек его к работе, чтобы развивать в Покровске доселе незнакомые для местного населения виды единоборств. Когда первый раз я приехал в Хангаласском районе, только из этого поселка Максолохи только дзюдо и самбо тренировались. А город Покровский никаких дзюдо и самбо таких секций не было. Сейчас воспитанники Гансуха Шагдара показывают значительные результаты, участвуя в соревнованиях различного уровня, в том числе в международных играх «Дети Азии». Кроме того, Александр Куприянов и Гансух Шагдар вместе активно работают над укреплением сахо-монгольских связей, организовывают совместные матчевые встречи и сборы для юных спортсменов, монгольские атлеты участвуют в турнирах по якутской борьбе «Хапсагай», а также сотрудничают по линии добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. К слову, Александр Куприянов на протяжении многих лет является председателем ДСААФ в Хангаласском районе. С его подачи в Якутии было открыто представительство ДСААФ Монголии, единственное в России. Но у нас с соседями должно быть очень хорошие отношения. И я с Монголией очень тепло отношусь. И служил там. И очень много у нас проектов по Монголии. Также в рамках ДСААФ герой передачи способствовал реализации уникального проекта – повторного исторического перелета по легендарной воздушной трассе Аляска-Сибирь. Этот маршрут сыграл ключевую роль в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая поставки жизненно важной техники по ленд-лизу. Помимо этого, по линии ДСААФ Александр Куприянов провел колоссальную работу по восстановлению и увековечиванию имен земляков-хангаласов, принимавших участие в Первой мировой войне. Но по Первой мировой мне большой скачок сделал это мой прадед. То есть мой прадед – это родной дед Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Значит, он участвовал, вернее, мой дед и его отец были в красном отряде Устрода. Устрода, вот они под пальцем. Это мой дед, это Михаил Ефимович. Еще они с друзьями были. Кроме этого, его дед, мой прадед, участник Первой мировой, участник русско-японской, потом еще Первой мировой. Мне было интересно, и начал я, когда материал этот изучать, сначала это на свой род изучал, а потом оказалось, что Якутия это очень богато в этом направлении. Вокруг себя объединил, собрал своих коллег. 850 участников мы восстановили, именно 850 участников Первой мировой. Все самые памятные предметы и ценности, связанные с его спортивными достижениями, успехами его воспитанников, а также экспонаты, посвященные деятельности ДСААФ и Первой мировой войне, и, конечно, история развития единоборств в районе и республике – все это бережно хранится и представлено в Музее спортивной и боевой славы, расположенном в центре Хотой. Экспонаты к этому музею Александр вместе с женой Светланой собирал на протяжении более 40 лет. Всего у супругов Куприяновых, Александра и Светланы, 2 сыновей. Вот для меня, она очень многоплановый материал. То есть для меня оружие офицера, старшего офицера, награжденного оружием за храбрость. Вот у него Георгий, который награжден Георгиевским крестом. Но этот человек занимался спортом, поэтому у него
на оружии очень много накладок. Вот, например, вот эти накладки двумя, по стрельбе, с одним оружием, вот эти накладки не приклеивались. Хотя он военным человеком был, но он увлекался спортом. То есть, соответственно, я начал увлекаться царским спортом и военной тематикой спорта. В 2023 году Александр Куприянов принял непростое решение – подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации и стать участником специальной военной операции. Кто-то удивился подобному шагу от него, а кто-то ожидал. Не ожидал. Он старый уже. Куда ему воевать-то? Ну, молодой был бы, тогда еще ничего. Во-первых, я говорю, тебе же здоровье, во-первых, твое здоровье, чтобы не подвести там братьев по оружию, там молодых ребят. Нет, он серьезно был настроен. Ну, конечно, когда он решил, я как бы даже не удивился. Как бы он мог такое сделать, конечно. Александр Амосович, он всегда патриотом был, патриотом Родины. Он за Россию. Он мог, вот даже пошел. Я, допустим, не удивился, ничего. Он патриотический человек. Я знаю, что он, если сейчас вот на специальной военной операции, он, наверное, от него очень много эффекта там. Это точно, наверное. Свое решение он объясняет просто – не хочет стоять в стороне. Ну, во-первых, в советское время патриотизму большое внимание уделяли. Да и мой род практически во всех войнах участвовал. Это прадед русско-японская, Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная, Германия, Япония. Отец китайской, корейской компании служил. Поэтому для нас как бы служба к Отечеству, она как бы в нашем семье очень сильно так, почетно к нему относится. Ну, почему я вот с ВО пошел? Во-первых, я же директор школы Олимпийского резерва, председатель ДОСААФ. Очень многих детей, воспитанников школы, как бы я призывал, обучал патриотизму. И самому на стороне стоять, это было как-то не так. Людей призывать там, а стоять самому стоять, это было совсем не по-мужски. Ну вот поэтому я подписал контракт. Что движет этим человеком? Неутомимая энергия, безграничная преданность делу, своей родине и стремление быть полезным – вот, пожалуй, главные черты его характера. Александр Куприянов – это пример настоящего патриота, человека, который на каждом этапе своей жизни выбирает путь служения.